Ветеранам боевых действий, инвалидам и другим федеральным льготникам предусмотрена соцподдержка на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 1 августа Министерство труда и занятости и социального развития Ингушетии ведет прием документов от льготников. В целом, по стране право на ежемесячную выплату из федерального бюджета имеют более 45 льготных категорий граждан. С условиями ознакомилась Дана Плиева. У Лизы Гурчиевой 5 детей. Младшая дочь болеет бронхиальной астмой. Многодетная мать и сама инвалид. Относится к категории людей с ограниченными возможностями здоровья. Работать не может, потому в семье каждый рубль на счету. Кроме лечения, средства уходят на оплату коммунальных услуг, что очень сильно подрывает семейный бюджет. Я вычитала объявление, что есть льготы, которые может предоставить мне наше правительство, наша республика примерно. Что есть льготы на газ, на воду, на свет. Поэтому я сегодня пришла сюда и обратилась с документами, чтобы сдать эти документы и получить льготу. С начала августа Минтруд Ингушетии начал прием документов на предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги. Этой льготы могут воспользоваться инвалиды, включая и детей, ветераны боевых действий и другие федеральные льготники. Для этого в Минтруд нужно лишь предоставить необходимый перечень документов. Им нужен паспорт. Им нужен документ, удостоверяющий право на льготу. То есть у инвалидов это розовый бланк, какое-то удостоверение ветерана боевых действий, допустим. Документ, удостоверяющий право на получение льгот, и СНИЛС. Право на ежемесячную выплату по всей стране имеют более 45 льготных категорий граждан. Определенный процент за них выплачивается из федерального бюджета. Но большинство жителей региона почему-то не спешат оформлять свое право на федеральную льготу. Возможно, кому-то просто неохота собирать нужные документы, а кто-то, имея федеральную льготу, получает ее как реабилитированный. Большинство льготников в регионе – это именно реабилитированные граждане и многодетные семьи, которые относятся к категории республиканских льготников. Как отмечают в министерстве, в случае обращения льготников, получающих меры соцподдержки, коммунальные льготы будут предоставляться за счет федерального бюджета. Это поможет снизить финансовое давление на республиканскую казну. Хотелось бы сказать, что дети-инвалиды имеют льготу, распространяющуюся на всю семью, в размере 50%. То есть она аналогична нашей республиканской репрессированной льготе. И если, допустим, в реабилитированной семье есть ребенок-инвалид, то, в принципе, они могут заменить льготу реабилитированного на льготу ребенка-инвалида. Это для них, в принципе, никакого значения не имеет. Льгота останется точно такой же, 50% на всю семью. Специалисты объясняют, выплата республиканских льгот из-за этого не прекратится. Ходят слухи, да, уже неоднократно, даже сегодня приходили люди, обращались, спрашивали, почему отменяют республиканские льготы. Объяснил, что это просто слухи, это неправда. Я не знаю, кто распускает эти слухи, правда, откуда они взялись. Льготу отменить никто не может, она положена законом. Просто такое мероприятие у нас организовано сейчас, чтобы вывести федеральных льготников из семей репрессированных и обеспечить для них стабильный федеральный источник финансирования. Для этого все делается. Оформить документы можно на местах, в городских и сельских администрациях, где работают приемные комиссии. Также прием документов специалисты ведут и в отделах по расчету субсидий. Сотрудники министерства проводят и подворовый обход. Стоит отметить, что у тех граждан, кто впервые оформляет льготы, документы принимаются только в отделах субсидий. Кроме вышеперечисленных, необходимо иметь при себе техпаспорт на дом, справку о составе семьи и документы, подтверждающие пользование жилищно-коммунальными услугами. Прием документов будет вестись до конца сентября. Как отмечают в ведомстве, процедура оформления льготы не займет много времени. Необходимо только подписать заявление установленного образца и подождать, пока специалисты снимут копии с указанных документов. Дана Плиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.